Как в Литве оценивают этот инцидент, когда вот вчера стало известно, 12 пограничников из Беларуси пересекли литовскую границу? Ну, беспокойностью, потому что ситуация на границе, она в настоящее время довольно напряженная. И, естественно, такие случаи нарушения государственной границы, они вызывают обеспокоенность. Поэтому мы предприняли определенные действия. Прежде всего, мы информировали пограничного уполномоченного Беларуси о данном инциденте. Мы сейчас разбираемся с этим инцидентом, как получилось, что представители силовых структур сопредельного государства нарушили государственную границу, находились на территории нашей страны незаконно в течение 5 минут. Поэтому это вызывает беспокойность людей, вызывает обеспокоенность нашу, с нашей службы. И сегодня вот эту беспокойность также высказали и политики. А известно, что они там делали в эти 5 минут? Что происходило? Они просто находились в это время, потому что осуществлялась, я так понимаю, операция по выдворению нелегальных мигрантов на территорию Литовской Республики. И группа представителей силовых структур, отталкивая нелегальных мигрантов или их выталкивая на территорию Литвы, они нарушили границу. Сегодня тоже стало известно, 4 человека тоже какие-то там непонятные действия производили, вот эти нелегалы. Вначале их вот литовцы развернули, а потом они пошли к белорусским погранцам и начали говорить, что их били. Вот. Ну, таких свидетельств белорусской стороной, к сожалению, предоставляется много, но эти свидетельства, они ничем не обоснованы. Вот в том случае, о котором вы упомянули, это просто люди, видимо, провокаторы, которые некоторое время находились на территории Литвы. Когда приблизился наш пограничный наряд, они вернулись, значит, на территорию Беларуси и стали показывать какие-то там свои увечья, что-то рассказывать о том, как жестоко они были избиты представителями пограничной службы Литвы. А как вы думаете, такие дальше инциденты будут продолжаться? И как реагировать на них? Я думаю, что они будут продолжаться, потому что пытаются, видимо, дискредитировать как представителей службы охраны границы, так и нашу страну, Европейский Союз, якобы за нарушение прав человека, которые осуществляются. Я думаю, что такие попытки будут и в дальнейшем предприниматься. А какие меры будет литовская страна предпринимать? Вот. Ну, прежде всего, нужно понимать, что мы находимся на границе, что мы осуществляем контроль внешней границы Европейского Союза. Необходимо не поддаваться вот этим провокациям. Кто бы ни пытался провоцировать, нужно оставаться профессионалами, выполнять свою работу. И вот я думаю, что это основная вот такая работа, которую мы должны проводить. Не обращая внимания на эти все обвинения, мы прекрасно знаем, что мы делаем. Мы прекрасно знаем, что все наши представители и все наши работники, офицеры, служащие службы охраны границы, они полностью соблюдают все законы Европейского Союза и Литвы в том числе. У нас существует довольно серьезная система мониторинга прав человека, поэтому вот все эти нападки, они не имеют никакого основания. А будет ли усиливаться вот патруль границ? Мы сейчас работаем в усиленном режиме, и поэтому этот режим будет оставаться до тех пор, пока ситуация на государственной границе будет оставаться сложной. А вот со стороны Евросоюза будет ли какая-то еще тогда оказана помощь, еще больше вот пограничников, других армии? Уже сейчас мы получаем довольно серьезную помощь, и эта помощь, она не только материальная, не только представителями или там, профессионалами, которых мы тоже используем на границе, но это и моральная помощь, тоже очень важно, поддержка на политическом уровне всех тех усилий, которые предпринимаются страной для того, чтобы урегулировать данную ситуацию. Поэтому она была, эта поддержка, она будет, я думаю, что она даже будет усиливаться. Спасибо большое. Можете представиться на камеру? Командующий службы охраны границы Любаевас.